есть и внутренняя группа, а есть группа экстранет, куда вы можете пригласить нелицензируемых пользователей, с которыми вы работаете, например, ваших каких-то подрядчиков, там, я не знаю, дизайнеров и так далее. Или даже, допустим, ваших клиентов можете туда добавить и будете там с ними прекрасно работать, взаимодействовать, ставить задачи. Но те люди, которых вы добавили в эту группу, у них будет ограничен функционал только лишь этой группой. Они будут видеть основную страницу данной группы, будут видеть диск, задачи, ну и, в общем-то, все блоки, которые вы внесли при создании данной группы. Здесь мы ставим галочку «Доступна группа в экстранете или нет». И далее возможности. Здесь уже можно отключить, допустим, если не нужен нам диск, то галочку убираем. Бики в группе не нужно, убираем. Поиск, если не нужен, также убираем. Списки не нужны, убираем. То есть можно оставить исключительно, например, задачи и сообщения. Ну и календарь. Больше ничего не надо. Далее добавление существующих сотрудников. И по электронной почте вы приглашаете ваших экстранет-пользователей, можно через запятую, там, не знаю, хоть 100, хоть 1000 человек, они никак не ограничены. Экстранет-пользователей на портале может быть сколько угодно, и также групп тоже может быть сколько угодно. Дальше в дополнительном пункте меню вы выбираете настройки данной группы, кто может приглашать в нее пользователей. Может быть, это могут быть все члены группы, если это какая-то открытая группа, и, например, все могут в нее кого угодно добавить. Или, например, только владелец группы, и тогда приглашение можете выслать только вы. Будете увидеть эту группу или нет. Если вы поставите, приглашать могут все, то ваши коллеги могут добавить любых коллег, и они будут ее видеть. Далее ключевые слова, то есть это так называемое облако тегов, которое тоже будет создаваться в системе, и опять-таки дополнительный пункт для того, чтобы облегчить поиск, например, какой-то задачи, я не знаю, группы и так далее. Можно добавлять какие-то теги, и в рамках этих тегов уже в последующем искать вашу задачу. То есть это, грубо говоря, какая-то ключевая фраза. Вы сами можете создать себе, и дальше уже просто привязывать либо к текущим, либо создавать новые теги. Это, по сути, уже разговор про вики. В группах есть функционал групп вики. Почему мы обратили внимание ваши на группы? О том, что группы есть, во-первых, двух типов. Есть экстранет-группы, куда можно пригласить внешних сотрудников через e-mail. У нас, например, облако самое высоконагруженное среди всех облаков Bittrex вообще. У нас больше 5000 групп. На каждого клиента, даже не про Bittrex, мы говорим про CRM, мы работаем с другими CRM, мы все равно строим рабочую группу. То есть это, по сути, аналог core-портала, но только без CRM. То есть здесь мы, приглашая клиентов, партнеров, особенно подрядчиков, мы вообще пришли к идеологии, что все вопросы с нашими подрядчиками должны решаться исключительно в экстранет-группах. Что это дает? Во-первых, это общий планировщик задач. Со сроками мы всегда можем проверить задачи, которые в целом нас волнуют. Не только внутренние задачи, но и внешние. Во-вторых, в задачах мы обмениваемся информацией, которая потом накапливается, и вся видна история коммуникации. Особенно если это был один подрядчик на одном проекте, и нам нужно перетащить его на другой. Это же самый. Просто другой проект, но тот же самый исполнитель. В-третьих, они общаются в привычном нам интерфейсе. Мы легко можем переключаться между внутренней задачей и внешней и легко взаимодействовать. В-четвертых, в задаче сохраняются файлы, и мы легко можем согласовать договор, не пересылать друг другу эти файлы. И в-пятых, что очень важно, функциональность группы, она очень большая. То есть там есть живая лента, то есть можно, если человек просто привык коммуницировать как бы в чатике, то по сути сообщение клиенту, это для него будет просто. Второе, задачи. Это как бы это продвинутый уровень, если вы, заводя его в группу, вы сразу втыкаете ему задачу, чтобы он зашел. Третье, диск, то есть это файл. И, конечно, очень важно, что в группах есть и календарь, то есть если вы работаете с какой-то внешним подрядчиком, у вас есть какие-то вопросы к планированию, вы можете работать в этой группе с календарем. Это тоже большой плюс, формировать события, которые вы будете совместно обмениваться. Четвертое, в группах есть еще и списки, то есть там можно организовать вопрос, например, оформления заявки. Идея какая? У нас есть некоторые клиенты, которые этим активно пользуются. То есть вот Артем показывает группу со списками. Здесь можно сделать бизнес-процесс, при котором клиенты в свою очередь будут делать вам заявки, а вы в свою очередь будете их обрабатывать. То есть вот создается список. По сути, это Excel-ская таблица, которая, как и в бизнес-процессе в живой ленте, можно внести определенные поля, и клиент добавляет эти файлы или там позиции, которые нужно отработать, и вы, в свою очередь, через этот файл, грубо говоря, Excel, создаете таблицы с запросами. То есть у нас есть такие клиенты, которые этим активно пользуются. И, по сути, это функциональность все в одной группе. И эти сотрудники не лицензируются, что для вашего корпоративного портала, то есть коробки, очень важно. То есть если у вас сотрудники, они лицензируются, за деньги за них платятся, а это экстранет пользователи, и все будет у вас внутри коробки. Вот что касается групп. Что в группе очень важно? Вот Артем сейчас расскажет про права в группах. Что самое главное при создании группы? Это первым делом выстроить права.
изменить настройки. И в настройках обязательно, у нас обязательным условием при создании любой группы является то, что просматривать все задачи группы может только владелец группы и модератор. Ну, от чего это, так сказать, обезопасивает? Ну, допустим, работаем мы с поставщиком. Есть у нас группа по конкретному клиенту, и менеджер из группы с клиентом ставит задачу поставщику, например, оценить там стоимость ТЗ, который прислал заказчик. И если не стоит галочка, что владелец группы и модератор видит все задачи, то клиент как бы тоже видит эту задачу, которая с исполнителем, с подрядчиком, ну, и это не очень хорошо, не очень этично, наверное, получится. Поэтому, если это важно, то тоже, наверное, внутренним регламентом следует прописать, что в настройках группы обязательно как бы нужно следить за теми вещами, которые могут как бы, ну, навредить, так сказать, компании, бизнесу или решению задач. Но также есть возможность, да, добавить права доступа к диску компании, если у нас в этой группе подключен. Можно наделить правами, например, всех посетителей группы, чтобы они заполняли фотогалереи, если это какая-то там корпоративная группа, где можно размещать фотки. То есть, опять-таки, права доступа можно жестко разграничить и сделать группу, например, кому-то недоступной, а кому-то доступной по полной программе. Здесь уже все зависит от вас, и какой вы хотите сделать вашу группу, такой она, в общем-то, и будет.